Дорогие друзья, сегодня любая дача утопает в цветах. И это не новость, потому что интернет, все получают информацию откуда? Конечно же, из интернета. Google знает про все, но оказывается не про все. Как выращивать грамотно цветы в нашем очень непростом климате северного короткого лета? Мы сегодня попытаемся рассказать в нашей программе «Подворье». Поможет нам разобраться в этой большой теме о цветах вообще, многолетних, однолетних, научный сотрудник ботанического сада Екатерина Александровна Афанасьева. Мы снова у нее в гостях на даче. Екатерина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Многолетние растения, однолетние растения. Вот вы сегодня будете говорить о каких? Мы сегодня будем говорить о многолетних цветах. Многолетние отличаются от однолетних тем, что они будут один раз посадить, и они будут каждый год отрастать, цвести. Они все должны быть устойчивыми, и они должны быть красивыми, чтобы они красиво цвели, чтобы они красиво, у них красивая зелень была, да. Но, к сожалению, многолетники будут цвести какое-то определенное время, но в отличие от однолетников, да, они намного просты в уходе. Петуния, анютины глазки, это из какого класса цветы? В принципе, они считаются как многолетние растения, но они в нашем климате будут расти как однолетники. Да? Если их занести в дом, то они тоже могут дальше расти, но для нашего климата, да, мы должны подобрать такие растения, да, чтобы на участке были и однолетники, да, и многолетники, да, но желательно, да, хотелось бы, чтобы многолетников было больше, чтобы основная масса красоты, да, создавалась именно в динамике, чтобы они какой-то, допустим, в начале лета они были одним цветом, да, клумба была одним цветом, а потом уже она потихонечку менялась, и вот такой динамичный цветник, он намного интереснее, намного завораживающий, да, и когда будет композиция из многолетних, да, то оно совершенно по-другому смотрится. И оно будет отнимать намного меньше времени, сил и труда. У любого дачника появляется шанс любоваться цветами, любоваться красотой в течение всего лета. Создавая цветник, можно себя почувствовать как художник. Художники будут писать картину красками, да, а дизайнеры, вот эти любители, да, они создают красивый, да, вот красивый уголок или какой-то цветник именно живыми цветами. Нужно знать не только вот колер, да, не только габитус растения, не только как они цветут, да, а здесь нужно еще знать сроки цветения, сроки декоративности, сочетается с этими растениями или нет, какая почва нужна, какой полив нужно, да. И получается, да, это комплекс больших таких объемных знаний, которые достаточно сложно найти в просторах интернета. Именно какие цветы выбирать и как за ними ухаживать, какую выбирать почву, как поливать, как сохранять. Вот иногда бывают заморозки, так ведь у нас лето такое очень нестабильное, особенно вот прошедшее лето было очень засушливым. Обо всем этом мы сегодня вот как раз будем говорить в рамках нашей программы. Про какие растения мы сегодня будем говорить вот конкретно? Сегодня мы создадим клумбу, не то что полностью клумбу, да, а часть клумбы, и мы сделаем ее таким образом, да, чтобы она смотрелась с разного ракурса, потому что клумбы бывают разные. Это может быть альпийская горка, это может быть микс-бордер или какая-то моноклумба, да, или же это на фоне газона можно высадить какую-то одну группу, да. И в зависимости от этого, да, нужно подбирать и растения, подбирать колер, да. Колер мы еще можем создавать в зависимости от стиля сада, да, от стиля нашей клумбы, от каких-то предпочтений, да. И самое главное, да, чтобы это вам нравилось, чтобы это нравилось хозяйке, да, всем членам семьи, и чтобы этот цветник, он радовал вас все лето. Да, поражал наших друзей,
гостей нашей дачи. Ну и была возможность тоже похвастаться где-нибудь в какой-нибудь WhatsApp-группе. Но давайте пойдемте на наш Давайте. участок. Откуда начнется путь ландшафтного дизайнера, простого, который только-только начинает свои первые шаги вот в этом направлении? Начинающим я бы посоветовала сначала приглядеться, да, сделать такой вот сборный цветник, и туда вы сажаете разные растения, да. И иногда получается так, что мы находим, у нас в наличии могут быть растения, которые меньшего размера, да, маленькие, и мы их даем разрастись. И пока они сидят в таком вот сборном, я их называю школьники, да, в сборном таком, там, можно сказать, миксбордере, и мы смотрим, приглядываемся. Да, мы ощущаем их размеры, мы присматриваем, мы влюбляемся в них, и потихонечку уже в голове какие-то нюансы создаются. Да? И сегодня я вам покажу основные моменты, о которых нужно учитывать и которые вам помогут минимизировать ваш труд, из минимального растения, да, сделать максимум красивого. Можно сказать, что нужно еще некоторые растения дорастить, вырастить, размножить, да, и я вам немножко с этими моментами поделюсь. Ну, у вас очень красивый цветник, очень интересный. Ну, с чего мы начнем? Давайте я немножко расскажу, да, что здесь сидит, с какой целью они сидят, да. Давайте вот пройдемте. Здесь сидят у меня пионы сортовые, да, это все основная посадка, да. Вот видите, вот этот пион, да, маленький, и вот этот пион, да, они одинакового размера, возраста, вот этот тоже, да. И посмотрите, у каждого растения есть своя скорость развития. Некоторые очень быстро разрастаются, некоторые достаточно медленно, да. Я здесь посадила пионы, и с первой стороны, да, должны сидеть какие-то растения, которые должны в динамике меняться в зависимости от сезона. Да. Получается, пионы будут цвести с конца июня, где-то до середины июля. И у каждого многолетника, да, у каждого растения есть свой срок декоративности. Есть максимальный срок декоративности, да, есть еще некоторые растения, после отцветания они увядают и уже становятся некрасивыми, не декоративными. Например, это наша лилия пенсильванская, да, или вечерница, или адонис весенний. Да. После цветения, после созревания семян у них вегетация заканчивается, и они начинают уже угасать, начинают уже желтеть, и получается, цветник уже теряет свою декоративность. Тогда нужно уже знать о таких растениях, и уже потихонечку их нужно срезать. Да? Есть растения, которые декоративны в течение лета, да, как это наш пион. Видите, он отрос, он отцвел, да, отцвел, да, но все равно у него декоративность сохраняется. Пион, вот по древнегреческой мифологии, это врач, который превратился в этот цветок, потому как боги его превратили от того, что его учитель Эскулап, позавидовав тому, что он врачует людей, там, богов лучше, чем Эскулап, он решил его травануть. И вот, вот этот вот пион попросил защиты у богов, и боги его превратили в цветок. Цветок на самом деле очень красивый. И многие как раз вот когда в букетах дарят пионы, но это очень приятно и невероятная красота. Такие объемные и много красок у этого пиона. Но он уже отцвел. Ага. Если вообще рассказывать о пионах, да, пион это совершенно очень древняя культура, да, большинство стран, которые занимаются этой культурой, да, у них очень такое древнее, и пион, он начал свое вот это царствование, да, именно с Китая. И в китайской мифологии этот цветок пиона, да, вообще символизирует любовь, благополучие, да, все самое хорошее, самое благоприятное, да, и когда есть или в вазе стоит букет пиона, да, или в саду есть пион, да, он уже символизирует дружеские отношения, какие-то умиротворения. Еще одно растение очень интересное, это не только пион, это бадан.
Да, бадан. Мгм. Бадан толстолистный, он у вас вот перед вами. Вот это растение очень интересно тем, что да, это вот они вот обычно продаются вот такими деленками, да, они достаточно уже декоративны, да, вот эти А где их продают? продают в ботаническом саду. Это растение, которое зимне-зеленое, да, зимне-зеленое мы считаем те растения, у которых листья зимуют в таком зеленом виде. Они уходят в зиму такими зелеными листьями. Но, естественно, они немножко становятся багряными, бордовыми, да, немножко цвет меняют для того, чтобы осенние вот эти короткие лучи, чтобы они поймали, да, меняют, но они никак не уступают по декоративности, да, все становится более блеклым, да, а вот эти растения, они стоят. И первыми же после схода снега они радуют наш сад именно своими листьями, да, они после снега сразу выходят сначала вот такими бордовыми листьями, да, потом они зеленеют. Ой, а какой запах, это просто вот не передать. Ага, это еще растение, оно лекарственное, и еще можно из него делать чаи, да. Вот такие сухие листья, обычно они появляются, высыхают весной, да, и мы должны их убрать, мы убираем их секатором, да, и чистые, хорошие, вот такие сухие коричневые листья мы можем высушить до конца, да, помыть, высушить, и можем использовать как чай. И этот чай, эти листья, да, вот этот бадан считается чаем тибетских монахов. Цветет он очень интересно с конца мая, да, вот цветонос остатки, да, с конца мая начинают уже отрастать. Практически у него цветочные почки закладываются осенью, да, и с почек, да, появляются сначала вот такие розовые соцветия, да, маленькие уже видны, и потом цветонос он удлиняется, и по мере роста, да, цветонос он цветет, и цветонос это сантиметров 30 достигает, да, и потом он уже высыхает, нужно после отцветания уже срезать цветоноса. Это среднего размера получается. Вообще, То есть он не карлик, он среднего размера и не высокорослый. в течение большего срока, да, он считается как низкорослым, да, но вот во время цветения, да, он достигает высоты, но потом мы его обрежем. Ой, И обычно этот бадан мы используем в передней части да, цветника, потому что То есть мы уже сейчас говорим и о композиции одновременно да, нашего цветника. сейчас мы примерно я раскидаю, да, какие растения должны здесь сидеть, да, какие растения в середине должны сидеть, как это все сочетать, да. Получается, цветник, он у нас многосторонний, он просматривается со всех сторон, да, он должен иметь высоту не сильно высокую, да, а примерно среднего роста. Если мы возьмем слишком высокие растения, допустим, если дельфиниум мы возьмем или какие-то акониты возьмем, да, то они будут как свечкой стоять и уже немножко будут выбиваться из закрывать какой-то обзор, из общей колеи, да, поэтому мы должны подобрать растения максимум метровой высоты именно в этой части. Спереди мы берем низкорослые растения, да, я сегодня подготовила баданчики. Сначала мы раскидаем, да, рассмотрим, куда кто где будет сидеть. Еще 2 баданчика у меня вон приживаются, да, я их тоже сюда посажу. Получается, в передней части мы высаживаем баданы. То есть на следующий год это будет красота. Да, это будет красота. И вот здесь мы место оставляем для 2 баданов. Вот эти 2 бадана сюда перейдут. У меня еще есть очток. Его называют камчатским. Да? Это тоже из низкорослых растений. Да? Вот у меня. Почему камчатский? Его родина Камчатка? Скорее всего, да. Когда вот описывают, да, дают название, то они обычно по месту находки. Да? Получается, мы здесь можем высадить вот это растение, да, очитки. А глубоко нужно сажать? Вот вы как-то раз взяли и примерно... Нет, это я прикидываю, кто где будет сидеть. То есть вы вначале как пример? Да, примерку делаем, да. Но по идее, да, мы должны это все сделать сначала на бумаге.
Да, это все прикидываем, это все расписываем, да. Выбираем растения. Подбираем растения, да, а потом уже начинаем и с поисками, да. Кроме ботанических садов и кроме частников найти откуда-то многолетника достаточно сложно. Если же мы откуда-то перевозим с другого региона, да, то может быть, что они могут вымерзнуть. Да? И желательно я бы рекомендовала сеять их семенами, чтобы был у вас какой-то достаточно хороший материал, да. Если, допустим, все растения выкупать, да, сразу одним махом, то это слишком затратно. Один бадан у нас будет стоить 300 рублей. Допустим, если мы хотим здесь посадить 4, это получается сколько? Ну, да. Да, довольно много, да, достаточно круглая сумма выходит. И поэтому, да, можно, даже нужно, да, я бы посоветовала разбить какой-то временный цветник, да, и там все в кучку все высаживать. Это пусть будет как это сумбурно кашей, да, но постепенно, да, оттуда можно высаживать, пересаживать, высаживать именно в тот цветник, который мы уже запланировали и который от наличия нашего ассортимента, да, будет уже создаваться какой-то вот красивой композиции. И я бы еще посоветовала, да, допустим, мы покупаем пион или какие-то маленькие культуры, да, или же, допустим, мы не нашли тот ассортимент, который в этом году хотели высадить, да, то я бы посоветовала заменить такими простыми нашими петуньками. Это у меня петунька сидит, да, это однолетник. Он будет у нас безболезненно, да. Ну, они самые неприхотливые. Да, неприхотливые. Мы его, даже у меня растет. Мы его посадили, да, это временно, это на 1 год, да. А на следующий год мы вместо него что-нибудь посадили. Обычно я так рекомендую, когда у нас сидят пионы сортовые, да, которые только куплены, допустим, 1-го года деленки, да, или 2-го года нарастания, да, потому что они будут размером не разрослись, да, 1 листочек будет торчать или 2 листочка, да, и цветник почти что будет пустовать. В общем, баданы — это очень интересное, красивое растение, которое должно украшать любой цветник каждого нашего якутянина. Но вот как его посадить? Давайте начнем. Получается, вот у нас все готово, да, это у нас бордюр, да, бордюрная лента, которая будет ограничивать наш естественный газон от нашего цветника. Тогда вот этот бордюр, он сантиметров где-то 20, да, и корневища пырея, да, они не могут проникнуть в наш цветник. Здесь, получается, будет чистенько, аккуратненько, да, и в основном здесь будут отрастать однолетники, да, и если даже многолетники, сорняки будут отрастать, мы должны их всех убирать, да. Здесь, получается, должно быть чистенько, ни единого сорнячка, тогда наши растения будут цвести и чувствовать себя прекрасно. Состав земли, да, как мы можем это делать? Первые 2-3 года мы должны прочистить от сорняков, потом сделать бордюр, а потом уже и параллельно мы должны здесь землю облагораживать. Добавлять компостную, да, если тяжелая почва, то добавляем песок, если не хватает органики, то добавляем компост, или же торф, или же перегной, да, или птичий помет уже в меньших концентрациях, да. То есть земля должна быть достаточно плодородная и рыхлая. Давайте начнем. Здесь у нас сидят 4 бадана разместили, да. Вот мы копаем еще вот эти 2 лунки для наших баданчиков, да. А как глубоко нужно копать? Обычно мы копаем на штык лопаты, да, и должны перемеряться. Вот смотрим, у нас сорняков здесь нету, да. Все сорняки должны убрать, да. Вот подготовили ямочку. Здесь у меня земля очень хорошая, да. Ага. Она очень-очень удобрена. Да, удобренная, хорошая почва, да. И должны примеряться. Мы прикидываем наш бадан, да, смотрим. Если мы сажаем, да, то наш бадан должен не быть заглубленным, да, не должен корни выходить наружу, да. Если будут сорняки, мы должны их всех вот эти сорняки убрать, корневища в основном, да. И наш бадан должен сидеть примерно на таком уровне. Bum